І знову добрий день. Ми продовжуємо прямий етер телеканалу ОТР програмою «Бугунь» сьогодні. І тема, зрозуміла, яка. Тема все це навколо можливого масштабного вторгнення на Росії, навколо кооперації наших партнерів західних щодо підтримки України тощо. Ще раз нагадаю, що це прямий етер, і ви маєте унікальну можливість, хоча повсякденну можливість телефонувати за цим телефоном, який ви бачите, чи за скайпом, чи за вайбером, за цим номером телефону. Тобто це дуже просто, і ставити свої, якщо вони є, змістовні запитання моїм гостям. А у другій моїй годині сьогодні на прямому зв'язку зі столиці Німеччини Берліну відомий аналітик, соціолог, експерт Ігор Ейдман. Ігоре, вітаю тебе. Привіт, Айдер. Я перейду, з вашого дозволу, на мову країни-окупанта, щоб там все було зрозуміло відразу. Потому что хочу, чтобы наша беседа была очень содержательной, и хотя времени много, ее всегда не хватает. Игорь, вот прямо новость с колес, свежий немецкий рогалик, или как там это называется, все-таки министр обороны Германии... Брецель. Да? Ну окей. Вот как что-то такое. Значит, Германия все-таки окажет военную помощь Украине, но не оружием летальным, даже не оборонительным, а она передаст 5000 касок для личного состава вооруженных сил Украины, который насчитывает 300 с лишним, то есть там около 300 000 человек. Ну, хорошо, хоть так, надеюсь, каски качественные. А вообще, вот ты же наблюдаешь за этим всем в режиме онлайн. Позиция Германии уже вызвала, тут можно просто читать подряд. И польский премьер-министр сказал, что он сожалеет по поводу такой позиции Германии, типа, ой-ой-ой, мы тут ни при чем, да, в русских солдат нельзя стрелять из немецкого оружия, хотя кто в них хочет стрелять, если они не переходят границу, да, и так далее. Все-таки эволюционирует позиция Германии, или она останется такой всегда, и несмотря на любые действия Путина, они будут говорить: нет, только не стреляйте, прекратите стрелять, и вот это все в том духе? Не, ну, конечно, все меняется даже в Германии. Вообще Германия очень консервативная страна, по крайней мере сейчас, да. У нее были разные периоды в истории, в том числе и бурные. Да. Но сейчас она очень консервативная во всем, страна во всем, в технологиях в том числе и так далее. Вот. И страна, где, как ты уже отметил, да, считается, что любой, значит, худой мир лучше любой доброй ссоры. И в любом случае нужно, чтобы все было тихо, спокойно, интеллигентно, вежливо и так далее. Но, я хочу сказать, Путин, конечно, он может вывести даже спокойных и рассудительных немцев. И, в общем, процесс этот идет очень медленно. В роли с путинской Россией, конечно, Германия занимает общую натовскую позицию. И, конечно, она солидарна и с Америкой, и с Британией. Я читаю некоторых комментаторов там в Фейсбуке и в других местах. Они пишут, что чуть ли не Германия там стала союзником России. Ну, бред это, конечно. Никаким союзником она не стала. Просто она ведет себя при этом крайне осторожно. То есть они рассуждают примерно так. Америка и Англия продают оружие Украине, ну и прекрасно. А мы можем отсидеться в кустах, и как бы мы тут ни при чем, да. Значит, но с одной стороны. С другой стороны, если, не дай бог, во что я, конечно, не верю, значит, начнется как крупномасштабное военное наступление российское в Украине, конечно, ситуация изменится кардинально. Сейчас Германия пытается в этом натовском оркестре, да, в натовской этой команде играть роль доброго следователя. То есть роль злого следователя берут на себя США, а роль доброго следователя берет на себя Германия. И, значит, если американцы, значит, слегка пытаются, значит, на Путина прикрикивать, да, и угрожают ему там все время, то немцы, они пытаются, как в роли доброго следователя, говорить типа: ну ты уж веди себя подсудимым
любимый нехорошо, и тогда вот этот злой дядя, этот злой следователь Байден не будет тебя, значит, опять возить мордой по столу и, значит, плевать тебе на лысину. Вот. А если уж ты будешь себя плохо вести, ну тогда извини, что я могу сделать. Это он не я такой злой, это он такой злой. Ну вот это, в общем, роль Германии. Но если, не дай бог, начнется крупномасштабные военные действия, придется Германии от этой роли доброго следователя отказываться и переходить в разряд злых следователей. Знаешь, я чуть-чуть подкорректирую твою аналогию. Мне кажется, это больше похоже сейчас уже, да, на доброго врача. Вот знаешь, обычно в отделениях есть старый добрый доктор, который все в этой жизни уже видел. И от Чикатило до, там, я не знаю, до балбесов каких-то таких овощного типа, да. И который говорит, значит, пациент, ну, понимаете, ну, все же к вам относятся, ну, с пониманием, успокойтесь, вот таблеточка, да. А за дверью стоит такая медсестра Мария Ивановна, такая вот здоровая, здоровей вдвое, да, с клизмой, с такой большой, такой наваристой клизмой, да, что, ну, это так уже такая литературщина, а в принципе... Аналогия-то абсолютно верная, но вот в отличие от моего гостя первого часа, который был для тебя, Александра Сотника, который утверждает, что Путин все равно нападет, потому что, ну, так менталитет его устроен последних лет, что ему нужна новая подкачка, значит, для себя, любимого фюрера. Вот ты придержишься прямо противоположной, и ты сразу это сказал, прямо противоположной позиции, что он не нападет. Пожалуйста, это у нас смотрят не только в оккупированном Крыму и части Донбасса, во всей Украине смотрят, в разных странах. И все задаются одним и тем же вопросом, и все взвешивают, как та блондинка, вероятность встречи с динозавром. Да? 50/50, но в этом нет смысла в цифрах. Вот в аргументации есть смысл. Да? Чем ты аргументируешь подробно, какими метками, маркерами, лакмусами, поведении, там, нюансами пациента, да, аргументируешь то, что, на твой взгляд, скорее всего, масштабного вторжения не будет. И если не будет масштабного вторжения, то что? Ну, вот ты уже хорошо перевел, значит, это все в плоскость, значит, здравоохранения или, скорее, даже психиатрии. В действительности пациента можно анализировать только исходя из его сложного психического состояния. То есть, насколько он сошел с ума. То есть, он полностью, значит, гансферюкт, как говорят немцы, или не все-таки не ганс. Да, или же все-таки, знаешь, все-таки последнее, что отмирает у человека, да, ну, и мы знаем, что последнее безумие может быть бесконечно, но вот сексуальный инстинкт, инстинкт еды и инстинкт самосохранения перед ними. Вот это предпоследний инстинкт, да, такой, который отличает человека совсем безумного от, ну, условно безумного. Вот этот инстинкт сработает ли? А дальше отвечаю подробно, как ты считаешь нужным, вот просто концептуально. Ну вот пока у Путина инстинкт самосохранения работал. Он, что называется, борзел там, где ему позволяли борзеть. А когда он нарывался на какие-то серьезные проблемы, он все-таки сбегал. Ну, например, то есть как бы мы не видели каких-то самоубийственных действий с его стороны. Ни разу, ни в каких ситуациях. Здесь можно сравнить его со Сталиным, который тоже был, очевидно, психически неадекватный человек, там, с паранойей и так далее, и так далее. Тем не менее, когда он тоже натыкался на такое жесткое сопротивление к тех же американцев, он тоже уходил. Из Ирана, например, из того же он уходил. И во время Берлинского кризиса он не перешел черту, не стал условно сбивать американские самолеты, которые поставляли продовольствие в Берлин. То есть, что называется, псих-то психа, а мыл он не ест. То есть трусоват Сталин и трусоват, очевидно трусоват Путин. У него его методы, это он не Наполеончик, да, скорее, а такой, значит, скорее Фуше, да, а не Наполеон. То есть такой главный полицейский, главный спецслужбист, который пользуется всякими методами спецопераций, тайных, всякими заговорами, такими гибридными, значит, методами, всякими шпионскими и прочими вещами. То есть для него, конечно, он с удовольствием кровь прольет, когда чувствует, что ему за это ничего не будет. Но старается все это делать чужими руками, старается это все маскировать, старается не попадаться. Да, главная же задача шпиона в чем? Не попасться, не раскрыться. Вот, например, если мы возьмем его агрессию, ну, начальную 2014 года против Украины, мы видим, что он действовал именно вот своими методами. То есть сначала была эта спецоперация в Крыму, практически бескровная поначалу.
То есть там был, ну потом начали убивать крымских татар и так далее в процессе, но боевых действий не было. Значит, кстати, неизвестно было бы, как бы Путин себя вел, если бы они возникли. Потом послали, это спецоперация. Дальше спецоперация. Послали КГБшника или ГРУшника, хрен там их разберет, Стрелкова с его бандой, значит, в Славянск. Думали, что все уже, они же еще, российские руководители, чрезвычайно, значит, самоуверенные, и они думали, что все уже, украинская государственность типа развалилась, и вот эти там 300 спартантов или 300 бандитов, скорее, могут захватить там пол Украины. Но, значит, украинцы мобилизовались против них и погнали их из Славянска. Тогда была новая спецоперация, называлась она «Отпускники» в кавычках. То есть уже начали вводить регулярные части, но опять-таки все это было спрятано, это было все-таки в форме спецоперации, это было как бы от имени трактористов, значит, и шахтеров и так далее. Понятно, что это секрет был Полишинеля, тем не менее, они с маниакальным упорством твердили на своем, и на Западе многие, значит, что называется, обмануть нас нетрудно, мы сами обманываться рады. И они сами были обманываться рады. Вот то, что вот те схемы, которые сейчас сливает, я уверен абсолютно, российская разведка, российские спецслужбы своим западным коллегам, и в СМИ, а потом их западные коллеги, соответственно, парят своих правительств. Вот вы что мы надыбали, вот эта схема захвата, вот эрста колонны марширует, свайта колонны марширует, завтра Киев бомбили, нам объявили, что началась война, и в таком духе. Значит, так вот, это все, если это было реализовалось, это все совершенно другая логика. Это не логика спецпроектов, это логика масштабных боевых действий с использованием, открытым использованием авиации российской и так далее, и так далее. То есть что российских войск в большом количестве, сконцентрированных около границ российского Черноморского флота. Здесь не то, что ничего не спрячешь, что здесь нет попытки даже ничего спрятать. Все это не по-путински, не по хитро задуму, как он любит делать. Конечно, так что я говорю, что он трусоват. Тем более, у него была возможность в 2014-2015 году осуществить все эти с большей, вернее, возможности, вероятность была гораздо выше, осуществить все эти наполеоновские планы. И поводов было сколько угодно. Мог там он, например, это устроить после известной истории трагической в Одессе, да, когда там сгорели эти колорады понятно где. Значит, это ж повод был бы офигенный. Кстати, учитывая, какое впечатление эта история произвела на западное общественное мнение, многие бы, особенно леваки западные, да и праваки, они бы сказали, ну а что вы хотите, вот там людей сжигают и так далее, и так далее. Так что были еще куча, в общем, других было поводов, включая убийство Захарченко и так далее, и так далее. Ничего они этого не делают. Значит, сейчас какого хрена? Поводов нет. Значит, украинская армия лучше гораздо вооружена и гораздо более дееспособна. Значит, западные страны, не все, как мы только что говорили, но многие оказывают ей поддержку. Значит, новое оружие поставляется. И сейчас предпринимать Байден гораздо жестче Трампа. Все равно, как бы к нему не относиться. Не идеален, но лучше уже в любом случае. Тем не менее, то есть я не вижу никаких мотиваций на это. Но учитывая, что пациент все-таки, как мы говорили, болен, да, а степень его болезни нам неизвестна, полностью, конечно, исключать это невозможно. Но, как я уже говорил, вся его история болезни, которая у нас перед глазами, свидетельствует о том, что он все-таки инстинкт самосохранения не потерял, и ввязываться, и это не в его как бы стиле, у каждого же психа есть свой как бы почерк, да, это вот не его почерк. Уже один псих считает себя там Наполеоном, а другой Иисусом Христом. Вот как бы они разные психи. Ну вот Путин, он как бы не по этим гайкам. Он все хочет, как я уже сказал, скорее Фуше, чем Наполеон. Так вот, я думаю, что это все маловероятно, крайне маловероятно. Но говорить надо, естественно, не да и нет, а в терминах вероятности. Я считаю, что это маловероятно. Ну вот Америку уже как бы, ну каждый день, чтобы ты понимал, может быть ты не слышал об этом, но каждый день самолеты по 100 тонн примерно отгружают на оружие. То есть на каждый российский танк уже точно есть как минимум одна ракета управляемая, которая превращает его просто в банку с килькой. Вот. То есть наземная война уже точно, это не будет никакого блицкрига, никаких там танковых прорывов и прочего, да. Остается, конечно, воздушное пространство, ракетные атаки и так далее, и так далее.
Но тут, может быть, по неофициальным каналам уже и сказано нашему пациенту, что небо будет закрыто, что будут наводить на цели и уничтожать их, да. И резон для этого я вижу даже в европейской логике, даже в германской логике, потому что они не против этого будут, потому что в Украине 10 атомных электростанций, да. И риск попадания ракеты, бомбы, второго Чернобыля там, и третьего и так далее, но это совсем уже даже атомной бомбы не надо. Да? То есть в логике войны это, наверное, так и будет действовать. И это как бы говорит в пользу твоей версии, что а без воздуха вообще соваться нет смысла, не обладая там 10-кратным преимуществом, чего нет. Да? И армия украинская, она боевая, она не какая-то там. Вот. Но я коротко приведу тебе новость, которая вот только что... У Росії почали відкрито говорити про постачання зброї бойовикам ОРДЛО, повідомляє «Українська правда». Вона посилається на РІА Новості. Тут це офіційна позиція, це можна цитувати через те, що це офіційна позиція керівництва Росії. Секретар Генеральної ради «Єдиної Росії» Андрій Турчак заявив, що Росія повинна допомогти ЛНР і ДНР в лапках постачанням озброєнь для стримування військової агрессии, что явно готуется Киевом. Но никто, конечно, в мире, кроме, может быть, вот этих людей из гаражей, не верит, что Украина хочет сейчас нападать на Россию. Там, и оружие, все знают, что там и русские воюют, и что это и гибридная армия, все это все знают. Но о чем говорит вот это... Вот ты верно сказал, он год же не признавал войска свои в Крыму, уже даже присоединив в кавычках Крым, не признавал. В марте он признал 2015 года, да? Вот. А тут такая публичная уже позиция, что вот мы открыто будем поставлять туда вооружение с целью сдерживания там Украины. О чем это может говорить вот эта новость тебе? Как бы худший вариант, то, что они попытаются опять провести какую-то гибридную атаку против Украины, свалив это на ДНР, ЛНР, этих бандитов местных. Значит, как я уже сказал, вот это в его логике. Если крупномасштабное военное вторжение всех сил, которые сейчас стоят или больших части на границе Украины, это не его логика, то заслать в спецподразделения какие-то отдельные части в ЛНР и ДНР, одеть их, значит, в местные ватники, российские, значит, ватники с них снять, а одеть их в них в ватники с флагами этих, значит, пиратских образований, и потом пустить на Украину, устроить какое-то кровопролитие, провокацию, это запросто. Он может, но как бы, да, степ-бай-степ это может привести к разным нехорошим последствиям, в том числе. Да, но пока я слежу за ситуацией, я пока не вижу усиления провокационной, хотя идет такая масштабная информационная накачка, но усиление провокационной деятельности, которая идет постоянно, но не видно какого-то резкого роста, да, каких-то провокаций на границе так называемой или на линии разделения с этими бандитскими республиками. Мне кажется, что здесь как раз вот эти границы, они наиболее сейчас с точки зрения безопасности Украины, они наиболее уязвимы, потому что именно через них могут какие-то провокации проходить и какие-то попытки там спецопераций. Посмотрим, может быть, в сторону этого коридора в Крым, потому что это такая задача, она всегда была добиться этого у российских властей. Это было бы для них, конечно, это не Киев захватывать, а все-таки попроще. Вот. Но, тем не менее, как я уже сказал, да, угроза такая есть, и надо за этим внимательно мониторить. И именно отсюда могут быть действительно спецоперации из ДНР, ЛНР. Это в стиле Путина, потом на них и свалят. Смотри, еще одна новость, касающаяся России. Прозвучали же прямые, не угрозы даже, а просто констатация факта, что если так пойдет дальше, если будет продолжение агрессии, что будут санкции против непосредственно Путина, не говоря уж про остальных героев его рейха, и в России, значит, у Кремлі прокоментували погрози персональних санкцій Путіну, нагадавши, де він зберігає зарплату. Кремль заявив, що запровадження санкцій особисто проти президента РФ Володимира Путіна не завдасть йому шкоди, але буде політично деструктивним. Про це Дмитро Песков сказав, звісно. Відповідаючи на питання про погрози Сполучених Штатів ввести санкції персонально проти Путіна у разі вторгнення в Україну, Песков сказав, що президент РФ, як і раніше, використовує для отримання зарплати рахунку Банку Росії, де і зберігаються його гроші. Тобто не страшні санкції західні. Як ти це прокоментуєш?
Ну, это все понятно, что-то Песков несет, это, как сам Путин признает, пурга, которую несет Песков, она только в рамках может рассматриваться, смешной анекдот или нет, потому что он часто его анекдоты не смешные, а очень тупые. Вот этот анекдот смешной, потому что действительно еще жалко, что он не вспомнил по прицеп Скиф, по-моему, который принадлежит Путину, и уж точно его никакие американские санкции у Путина не отнимут. Вот. Значит, что касается, насколько опасны эти санкции для российской экономики, для российского правящего класса, для российского олигархата, они, безусловно, опасны, очень опасны. Я же, по-моему, говорил, да, об этом как-то. Значит, что Гитлер же, перед тем, как начать войну, он, одно из направлений его деятельности было, он вооружал армию, но это Путин этим занимается, пытается заниматься. А второе, что Путин не сделал совершенно. Гитлер достигал автаркии германской экономики. То есть, чтобы германская экономика была независима от международных рынков, от крупных западных держав и так далее, и так далее. Здесь Путин полностью ноль, вот zero. Потому что любая, даже слухи о каких-то конфликтах, о возможной войне и прочее обрушивает мгновенно рубль и фондовый рынок. Можете себе представить, что будет, если такая война начнется. Просто реально придется уходить, вообще завязывать с конвертацией рубля и переходить к советскому методу, там сколько, 10 лет за продажу, да, за покупку долларов и продажу долларов, соответственно. Да? То есть вот приходить к этому чему-то. Но что характерно, путинская олигархат, да, он легко перешел от такой квази-демократии, ельцинской, несовершенной, но тем не менее, хоть какой-то, значит, к диктатуре. Но перейти от рыночной формальной экономики к социалистической, плановой они не могут. Потому что если переход к диктатуре только укрепил их позиции, а переход вот к условной плановой экономике, он разрушает их экономическую базу их господства, экономическую базу их красивой жизни. А эта экономическая база — это частная собственность, которая в их руках, в том числе и частная собственность не столько в России, сколько за рубежом. И естественно, что если они сделают КНДР, то прекрасно Путин будет жить в своем бункере, может быть, и неплохо жить там, менять как Кабаевых себе разных. А остальным-то что делать? У них же бабки кругом, в Европе, в Америке и так далее. Забыть про них, что ли, и идти в... Ведь интересно, чем характерна Северная Корея? Там один толстяк. Толстяк — это Ким Чен Ир. А в России остальные все худые. Вот если ты посмотришь на документальные кадры там, любого встречника там, политбюро или там, ЦК там, и прочее, там один толстяк, остальным нельзя. У него даже супруга какая-то не очень толстая, да, недокормленная немножко. Да. Даже супругу нельзя, супруге нельзя много жрать, потому что все должны быть худые. Один человек имеет право. Понимаешь, а тут будет один, а у нас другая ситуация. У нас не один толстяк, и даже не 3 толстяка, как в известной повести Олеши. А у нас этих толстяков там, я думаю, 1 миллион, наверное, на всю страну. 1% населения примерно. Это привилегированный класс, который отожрался на харчах вот этой разграбления ресурсов российских и продажи их на Запад в том числе и прежде всего, но и на Восток тоже. И они, конечно, не хотят становиться худыми, они не хотят на диету, поэтому они тоже будут против войны. Ну, слушай, против они, не против. Путин еще в 2014 году, когда Крым объявил территорией России, сказал олигархам: вы кого больше любите, родину или деньги? Да, и как-то не услышал внятного ответа. Ну, где-то они там под подушкой ворчали. Ну, и потом в бункере все равно им будет комфортно. Все равно у каждого есть имение в России. Все равно, можно пережить. Ну, перейдут они там, отдыхать будут чуть в других странах. Ну, будут у них чуть хуже. Ну, что поделаешь? Ну, Сталин сказал, ну, что теперь, да? Фюрер сказал, надо же там поджаться там. Даже если в 10 раз, никто там с голоду не умрет. А воевать-то будут простые... вот этот глубинный народ. И я вот ролик в предыдущем эфире, в предыдущем часе показывал, может быть, ты видел, я просто не хочу его повторять, там простые люди на улицах Екатеринбурга говорят: ну и что, технику мы свою будем делать, если не будет, значит, будем значит, у нас будет кухонный комбайн «Белочка», лесопеды свои будут, значит, в общем, как-то переживем ради победы над Америкой, как бы мы на все на это готовы, да. Вот ты все-таки по первой своей профессии, может, не по первой, но по одной из тех, о которых я имею информацию, ты социолог. Вот есть ли какие-то
там условно релевантные опросы. Я понимаю, что как бы в России, ну, все-таки это пока еще не Северная Корея до конца, и что-то там может просачиваться, какие-то данные. Я убежден, что ты за этим следишь. Вот как этот глубинный народ, который до синяков готов себя бить в грудь в гаражах там с мужиками, там, что, да, насколько он реально готов к войне, к ухудшению жизни раз в 10, например, да, ну, в разы точно, да, к трупу сына. Деды воевали, это все прекрасно, да, но вот сам-то ты готов воевать, внучок, да? Вот как ты этот пласт общества оцениваешь, мясо пушечное русское? Ну, я тебе хочу сказать, что, конечно, опросы по поводу того, что для людей приоритетно, значит, условно, полный холодильник еды, да, или великая держава, они проводились в России фактически с времен перестройки. И многое менялось, но всегда приоритетом для людей оставались их личные, индивидуальные, эгоистические интересы. Уровень достатка, здоровье, образование для детей, жилье, безопасность, вот эти вещи, они как были, так и остались приоритетными. Есть небольшой процент населения, для которых приоритетны такие понятия. Не это, а над ними приоритетны понятия держава. Империя даже не спрашивает, потому что империя до сих пор вызывает негативные коннотации. Вот держава, там, государство и так далее. Это процентов 15 населения от силы. Вот они больше всего себя бьют в грудь. Это в основном мужчины, естественно. Вот, значит, такого, как ты описал, типа, да. И они бьют себя в грудь, да, и готовы, типа, там, воевать. Из них же, кстати, из этих дурачков вербуют вот этих их тамнетов, там еще им бабки подкидывают. А уж тут как бы сам Бог велел еще за их деньги, плюс к тому вот этот их долбанутый патриотизм. Вот. Ну, то есть, как бы это меньшинство. Большинство населения, кстати, в любой стране мира, им вообще все это до лампочки и по барабану. Население можно накачать, но очень на короткий срок по вот этой патриотической истерии. Заставить их, вот как было, например, в 1914 году, во всей Европе люди выходили на улицы и там призывали вперед. Но это на короткий период. А уже к 1917 году в той же России уже не воевать никто не хотел. По большому счету и в Германии уже особо никто не хотел воевать. Просто еще по инерции как-то все это катилось, это колесо. Так что это, как я уже сказал, это меньшинство, а большинство можно накачать только на короткий срок. Значит, что касается главного, да, вот ты сказал, что действительно, может быть, там Путин окончательно сошел с ума и готов там прятаться остаток жизни в бункере, значит, и там вести такой растительный образ жизни. Но существует еще вот следующий момент. Второе поколение российской элиты, второе поколение российского правящего класса. Я уверен, что даже дочки Путина, которые, я там занимался разными, писал статьи разные, поднимал информацию, в том числе о них там и так далее. Большинство источников говорят, что они прозападно настроены. А одна из них жената на, как известно, голландца. Я даже думаю, что дочки Путина не хотят никакой войны, если у них есть такая возможность, я не уверен, правда, что у них есть такая возможность. Говорят папе периодически, там, папа Вова, не сходи с ума, идиот. У меня муж голландец, и планов громадье, какие-то какой-то свой там лечебный центр с привлечением, естественно, западной техники и западных специалистов, потому что по-другому ты просто ничего не сделаешь. И так далее, и так далее. Не сходи с ума, Вова. Так что я думаю, что то же самое примерно говорят и другим российским политикам. Я думаю, что даже если, как бы, может быть, еще старичье это и готово на какие-то самоубийственные действия, то второе поколение абсолютно интегрированное, скажем, мир мировых богатеев, да, они не хотят с этими же своими братьями по классу крупной буржуазии, они не хотят никакого конфликта. Хотят, наоборот, прожигать жизнь вместе на каких-нибудь Крушавелях, там, Монте-Карло и прочее. А скажи, пожалуйста, Игорь, вот мы опять гипотетически рассуждаем, конечно же, да? Мы не знаем, кто постельничий Путина, кто его, на самом деле, даже и супруга там до конца, и с кем он проводит дни, значит, с кем советуется, кто может его там остановить словом или делом. Но вот предположить можно, кто? Вот семья может на него оказать влияние, если она оказывает влияние, да, что дочки действительно. Или же это есть круг неких
даже и военных, может быть, не все окончательно сошли с ума, которые скажут, ну, война это проиграна изначально. Как Гитлеру же тоже говорили генералы, что мы не потянем войну на два фронта, да? В 40-м году, когда Англия вступила уже, да, вот, ну и Америка там, ну, понятно, да, то, что но он не послушал их, да. А вот как это может работать в условиях нынешней российской системы правления? И как ты ее себе представляешь? Не, ну это, конечно, крайняя степень авторитаризма. Путин, естественно, царь и бог. Те люди, которые говорят, что он как бы уже сдулся, слаб, чуть ли не болен, это просто, я считаю, провокаторы, которые таким образом пытаются усыпить бдительность, что называется, прежде всего мировой общественности. Российская общественность никто кому не интересна, а мировая общественность, она тоже, и в том числе и западные МИДы, там МИД, Министерство иностранных дел, западных стран, разведки, они же тоже получают информацию из подобных источников. Что это попытка их ввести в заблуждение. Ну, конечно, он совершенно адекватен, не адекватен, конечно, психически, но он вполне здоров, и вполне управляет страной. И как бы последнее слово в любой ситуации за ним. Другой вопрос, что он, естественно, как все люди, подвержен каким-то влияниям. У него есть узкий круг, в основном людей, которые с ним общаются. Например, братья Ковальчуки считаются одними из самых близких к нему людей. Значит, я думаю, что он общается в какой-то степени со своими многочисленными детьми и семьями, и в том числе, конечно же, то, что его вторая семья, это Кабаева и ее дети, это секрет Поля Шинеля, и как мы видим по проектам американских санкций, для американцев, например, это отнюдь не секрет. Они это прекрасно знают. Это только Путин считает, что он всех там спрятал. Вот. Значит, и да, безусловно, да, какое-то влияние он испытывает. Но, как я уже сказал, он автократ. Причем больше, он автократ примерно, скажем так, в степени близкой к той, какими были Сталин и Гитлер. И, конечно же, в Советском Союзе, после сталинском, такого уровня концентрации власти у одного человека не было. Потому что даже в Брежневское политбюро был узкий, но коллегиальный орган. Значит, никакого такого политбюро, которое бы должно было принять окончательное решение по главным вопросам дня, что называется. Сейчас нет. Это Путин решает сам. Он может советоваться как король, он может советоваться с своими советниками, а может не советоваться. И, например, решение о том, что делать с Украиной, я думаю, сейчас он будет принимать в этой ситуации, когда у него как бы сложно ему уйти просто так, не потеряв лицо из этой темы. Он будет принимать, посоветовавшись там с разными людьми, с Патрушевым, Шойгу, с Ковальчуками, и не знаю, с кем еще, но принимать будет окончательное решение он лично. Я тут думаю, еще есть интересный момент, что тут мы видим такая двухходовка, которая разворачивается, двухходовка имени Путина, которая разворачивается сейчас на глазах у нас. То есть сначала он явно пытался взять Америку, прежде всего США, он обращался именно к ней, на испуг. То есть после того, как Америка, в общем-то, довольно позорно, надо признаться, свалила из Афганистана, он решил, что все, американцы сдулись, значит, Байден старый маразматик, и он сейчас быстро на них по своим гопническим традициям наедет, значит, там что-то такое наговорит, значит, напетушится на них, и они испугаются и сдуются, и пойдут, значит, к нему, что называется, в коносу поползут. Ничего подобного, американцы ничего никак не прогнулись. Тогда начинается второй акт марлезонского балета. Заметь, Путин и его вся официальная пропаганда, Никита Отморозкича Жириновского, официальная пропаганда, официальные дипломаты, они грозили Америке чем-то неопределенным. Они не говорили, если вы отвергнете наш меморандум, мы тогда оккупируем Украину как государство, которое... Да, это важный нюанс, да. Они именно как бы оставляют простор для отползания, да. Да, они говорят, тогда сейчас прольется, сейчас будет здесь море крови, как кричал Паниковский в известной книжке Ильфа и Петрова. Сейчас, что будет? Мы русские долго запрягают, но сейчас как поедут, а куда поедут, что будет, конкретно не говорят. А периодически выступают всякие дипломаты и говорят, а чего они к нам пристали, американцы? Вообще, а кто вообще на Украину собрался нападать? Что за бред? Это же русофобы, провокаторы. Мы ничего не собираемся делать, у нас учения там, в Беларуси. То есть второй акт, они скажут, а мы не собирались ни на кого нападать. Это американцы, злодеи, пытались развязать войну, но мы не поддались, нет. Нас провоцировали, но мы как стена, мы как Кремень, уже главное для нас мир. Но там туда-сюда,
мы требуем, что уважение к себе и всякая прочая чушь. Это дальше продолжает. То есть у них есть, он оставил себе пути для отхода. И сейчас я надеюсь, что и даже есть определенные, с моей точки зрения, признаки, что мы переходим вот к пункту 2, когда они начнут вопить, что американцы раздули, значит, угрозу войны и фактически пытались провоцировать эту войну, а они, значит, даже, что называется, и ни при чем здесь, они всегда были заняты. Интересно. Ну, смотри, есть еще один фактор, который, ну, все, наверное, упоминают, это китайский фактор. Китай проводит зимнюю Олимпиаду, но, впрочем, это не прям какое-то мировое событие, он уже летнюю проводил, которая намного масштабнее, да, но, тем не менее, Китай действительно, значит, выступил с инициативой резолюции ООН там еще осенью, чтобы не за неделю до не начинать войн, там, неделю после не начинать войн. Сама Олимпиада идет 3 недели зимняя, если мне память не изменяет. Вот. То есть, насколько вообще Путин, как ты думаешь, склонен прислушиваться к Си Цзиньпиню? И еще важный нюанс, ты упомянул Политбюро. Вот до какого-то времени мы все были уверены в том, что в Китае есть коллективное руководство, то есть Политбюро. А не вождь, а Политбюро. То есть правление другого типа, не путинского, не фюрерского, а такого брежневского типа. Не изменилась ли эта ситуация, на твой взгляд? Не стал ли Си Цзиньпин и ментально, и таким фюрером тоже своего рода, который может не остановить Путина, а наоборот сказать, да иди ты туда. А сам на Тайване в этот момент нападет, когда все будут увлечены там. Или он все-таки в китайских традициях будет действовать. В крайнем случае, если он имеет такую возможность, скажет, ни в коем случае. Если не имеет, скажет, ну иди, да, но я, как бы, у меня свои дела. Вот какая модель поведения Китайской Народной Республики и ее тоже довольно таинственного руководства, на твой взгляд, наиболее вероятно? Да, это, конечно, очень сложный вопрос. Если понять, что происходит в российских эшелонах власти, очень сложно. Что происходит в китайских, сложнее еще многократно, потому что там все это тайно покрыто мраком. И, как говорили в свое время руководство СССР, битва бульдогов под ковром там происходит. Значит, но с моей точки зрения, Си Цзиньпинь не заинтересован в предельном обострении международной ситуации в мире. Почему? Потому что если, как я говорил, Россия страна с экономикой зависимой от международных рынков, то Китай с экономикой гиперзависимой от международных рынков. То есть, если начнется какой-то бардак и международная торговля, а это неизбежно в случае большой войны, да, каким-то образом, значит, у нее возникнут проблемы, и она приостановится или замедлится, да, то это будет страшный удар по китайской экономике, у которой и так возникают многие проблемы. И Китай, то есть как бы провоцировать Путина на то, чтобы он пошел, значит, на войну, я думаю, у Китая никаких мотиваций нет. Тем более и попытка там условного захвата Тайваня, не, скажем так, попытка Путина, если она произойдет, захватить Украину, она никак не облегчает китайцам задачу захвата Тайваня. В результате китайцы чего боятся? Они боятся, что американский рынок для них будет закрыт. А это для них катастрофа экономическая. Американцы в любом случае могут закрыть для них полностью или частично американский рынок. Конечно, полностью, я думаю, это вообще невозможно. Настолько обе экономики интегрированы в друг друга. Нет, но если будет война, то, конечно, полностью. Тут логика войны другая, да. Ну, то есть, как бы, они же, китайцы, все-таки точно, вот если мы рассуждаем о степени безумия Путина, то китайским руководителям невозможно подходить с этим критерием. Они, безусловно, люди здоровые. Они могут быть там людьми нехорошими, жестокими, коварными, значит, притеснять, и мы это знаем, жесточайшим образом там уйгуров, диссидентов и прочее, но они не какие-то, знаешь, спорадические психи, у которых какая-то как у Путина, какая-нибудь бредовая идея возникнет напугать, например, значит, российским голым задом американского ежа. И вот у них такие вот спорадические бредовые идеи к ним не приходят. У них довольно такая медленная, ползучая, но вполне рациональная экспансия идет. И они вряд ли будут перебивать какими-то авантюрами сомнительными и опасными для них.
Но тогда, конечно, ситуация у нашего подопечного фюрера совсем плохая, потому что воевать со всем миром на такое не решился бы даже Гитлер, не имея союзников, там и Наполеон бы не стал, и так далее. А тут, в общем, в одиночку с Никарагуа наперевес, кто там еще военные союзники, значит, острова какие-нибудь там полинезийские за несколько тысяч долларов стали союзниками. Но, тем не менее, вот я попрошу включить свои аналитические способности, а у тебя они абсолютно для меня уникальны, и я получаю огромное удовольствие всегда от разговора с тобой. Вот скажи, пожалуйста, вот все-таки срывает катушку, бог с ним, с Китаем, мы великие, я встал утром, и звезда полярная, значит, в окне мне дала знать, что я должен отдать приказ войскам наступать, значит, и так далее. И вот пошли они наступать из Беларуси, там, отовсюду. Что будет? А дальше вот все, что обещано, да, по полной программе. Что будет и в какие сроки произойдет в самой Российской Федерации и с самой Российской Федерацией? Ой, даже, например, ты рисуешь ужасную картину, которой мне не хочется даже... А что ужасного в развале империи, но в поражении Германии? Большая война, развал империи — это прекрасно. Ужасно большая война. Значит, я не хочу категорически, что, хотя я вот как бы такой, значит, российский диссидент в эмиграции, и как вот нас изображает российская пропаганда, если бы я был такой, да, я бы потирал бы руки и говорил: ну хорошо, сейчас, значит, это долбанутый Путин нападет на Украину, начнется война, куча море крови, и потом их, значит, изобьют, отшвырнут назад, и так потом все, Путин падет, империя развалится, и все такое. Я не хочу даже свободы для своей страны такой ценой. Не хочу ценой войны и жертв, в том числе невинных жертв страны Украины. Я надеюсь, все-таки как-то это все другим путем произойдет, не столь кроваво. Значит, ну я, как я уже сказал, если Путин нарвется на большую войну, я думаю, это станет концом его империи, концом его власти, его режима. Такие ситуации в России были многократно. Часто длительные диктаторские режимы, такие правления такого тирана, они заканчивались позорным проигрышем в войне. Потому что тирания, она что подразумевает? Она подразумевает прежде всего полную... Когда тиран лишается объективной информации, начинает просто чудить. Он уже просто, у него нет обратной связи, и он уже не понимает, что можно, а что нельзя. Если мы вспомним, условно, тирания Николая I закончилась поражением в Крымской войне, значит, Советский Союз закончился провалом в Афганистане. И такие, да, и не только в истории России, но и в истории других стран. Ну, не знаю, Наполеона III, режим Наполеона III закончился поражением в франко-прусской войне, ну и так далее. Значит, безусловно, это будет конец путинского режима. Конец, но не мгновенный, естественно, а будет множество ужасных, кровавых событий. Но я надеюсь, опять-таки, я не хочу даже в плане такого моделирования, да, теоретического это себе представлять. Я все-таки думаю, что до этого не дойдет. Надеюсь. Ну и имеешь право, потому что некоторые люди боятся собственных прогнозов, и я в том числе иногда предпочитаю помалкивать на некоторые темы. Скажи, пожалуйста, а вот эта паника, которая нагнетается в соцсетях, вот ты же опять социолог, и сети социальные, и ты это тоже анализируешь. Вот насколько это Россия подталкивает эти панические настроения? Наверное, ну, я вижу их в Украине, такие искусственные, и в Европе это уже тебе видней. Да, безусловно, это как бы есть, в принципе, вот война уже, которая может вести Путин, она идет активно. Это война такая гибридная, включающая информационную войну. Информационная война идет, она направлена на что? Она направлена на то, чтобы посеять панику и раскол в Украине и сместить вообще действующую власть. Я знаю, что многие мои украинские друзья не любят очень местную действующую власть. Я даже не вырабатываю по этому поводу своего мнения. Я недостаточно компетентен в этом. Но другой власти в Украине нет. И понятно, что вот те люди, которые сейчас пытаются под этим предлогом, вот такие есть, посеять какую-то, значит, зраду, что там предательство, надо, значит, срочно менять власть и прочее, вот это как бы вот они работают на Путина, вот 100%. Потому что если они на это все и рассчитано, что в Украине наступит такой бардак, какой-то, значит, новый Майдан, Украина лишится международно признанного, демократически избранного, легитимного президента и руководства, как бы к нему не относиться в личном плане. И, значит,
И тогда можно будет ее брать, что называется, тепленькой. То есть дальше, значит, появляется своя, выскакивает пятая колонна, агентура. Причем агентура это не обязательно те люди, которых вот сейчас разведка британская. Ну да, назвала. Мураев, вот это такой молодой Медведчук, типа такой вам. Да. Вот эти вот мрази, они все как бы абсолютно на плаву. А я в этом абсолютно убежден, что там агентура есть во всех политических спектрах. И среди ура-патриотов, и среди этих сторонников Зеленского, и среди других. И эта агентура, она будет сейчас призывать всех настраивать друг против друга. Я это вижу даже вот по работе агентов путинских, ФСБшных, даже вот среди российской миграции. Главная задача всех друг с другом поссорить. Всех друг друга дискредитировать и поссорить друг с другом, чтобы все грызлись между собой. Вот ровно этим они и будут заниматься в Украине. Раскачивать вот эту лодку. И таким образом они хотят победить внутри страны. Да, и, соответственно, на Запад другая идет линия. Там, прежде всего, запугать Запад войной. Вы же не хотите воевать, нам пофигу, мы все равно враг попадем. Так что, извините, мы можем этим угрожать, а вы не можете, потому что у вас перспективы плохие, у вас рай вам не грозит, а мы можем угрожать. Вот, то есть таким образом добиться всего нахрапом, наскоком, шантажом. Вот в этом концепция Путина. Очевидная совершенно. Ну, смотри, ты сам упомянул про российских аналитиков разных, которые для Запада это все комментируют, живут на Западе и так далее. Про них писал еще Степан Андреевич Бандера в своих знаменитых статьях публицистических, которые, к сожалению, не очень внимательно читали тогдашние западные лидеры, а их и сейчас можно переиздавать вообще спокойно. Это потому что теоретические статьи, они сущностные, они про причинно-следственные связи. И там он говорил, что вот многие из русской эмиграции тогда именно пудрят мозги руководству западных стран, западному политикуму, рассказывая там всякие сказки, а на самом деле работают, то есть инкорпорированы в систему тогда КГБ это, да? Вот по каким маркерам, просто я почему этот вопрос задаю, потому что до сих пор есть сильная зависимость западных стран от русскоязычных комментаторов, да, которые там эмигрировали там, или даже живут еще в Москве, но считаются независимыми. Также есть даже в Украине зависимость. Есть вот такие некоторые журналисты и каналы, которые сами себе не верят, они обязательно должны выслушать российского именно комментатора, да, что вот об этом думает, я без фамилии сейчас говорю, да, какой-то комментатор. И вот они начинают насыпать тут про Трампа, уже Трамп давно уже где-то там, да, под следствием. Они насыпают, что Трамп был лучше, хотя, не выдерживает критики вообще, это совсем теория, да. И какие вот маркеры у нас смотрит умная аудитория, вот какие для тебя маркеры работы на Кремль вот сейчас? Ты уже часть назвал, вот этих российских комментаторов, которые могут выдавать себя за каких угодно там диссидентов. Я думаю, что мы видим участие в информационной кампании нынешней. Информационной кампании, озвучивание месседжей этой информационной кампании. Основной месседж этой информационной кампании, что Путин готов, к войне, он готов к широкомасштабной войне завтра, и если его не уважить, то он эту войну начнет. И что у него есть для этого ресурсы. Военные, экономические и так далее. Значит, с одной стороны. С другой стороны, что Запад слаб, и Украина слаба, и она не сможет противостоять этому. Более, те люди, например, как в Украине, которые разжигают, что Запад нас предал, Запад нас оставил, или люди, которые из России говорят, что Запад предал, Запад оставил Украину. Это тоже в этом же озвучка того же информационного месседжа. Потому что нужно расколоть союзников, скажем так, создать у украинцев впечатление всеми оставленности, какой-то внутренней слабости, чтобы на них можно было легче давить и легче их каким-то образом деморализовать. Вот ты как человек, наблюдающий за Украиной, за ситуацией вокруг Украины со стороны, это очень достаточно выгодная позиция для трезвой оценки, как есть, да? Вот как со стороны из Европы твоими глазами выглядит поддержка Украины со стороны Запада, насколько она сущностная, насколько она быстрая, насколько она единая и насколько она потенциально может возрасти, насколько мы не брошены, грубо говоря? Я не могу сказать, что западные союзники идеальные союзники или какие-то просто очень хорошие союзники Украины, очень надежные, но других союзников Украины нет.
Это как вот можно относиться по-всякому к действующей власти украинской, да, но другой действующей власти в Украине нет. Поэтому нужно жить, если есть угроза, да, извне, то необходимо работать с этой властью. То же самое с союзниками. Других союзников Украины нет, и Украина ей придется в любом случае опираться на этих союзников. Среди них, как я уже сказал, особенно среди европейцев, очень много гнилых, что называется, откровенно людей. Но, значит, общий мейнстрим, прежде всего, англосаксонская часть союзников, США, Великобритании, Канады, Австралии даже на сопротивление путинской экспансии. Значит, в принципе, эту же позицию разделяют и немцы с французами, но, как я уже сказал, немцы и французы тоже отчасти, они до сих пор еще не избавились от иллюзии, что можно с Россией выступать в роли доброго следователя и с помощью этой роли доброго следователя что-то от нее добиться. Но это тоже очевидные союзники. Есть страны, которые вообще как бы в НАТО крайне сомнительную позицию занимают, но они, к счастью, не имеют большого влияния. Вот. Там, можно их даже не перечислять, они так известны. Есть еще, конечно, союзники, это Польша, Прибалтика, которые занимают наиболее последовательную позицию. Но, как я уже сказал, других союзников нет, а с этим придется работать, и с этим союзниками можно работать. И они могут помогать и могут помочь. Причем, чем больше Путин будет сходить с ума и звереть, тем больше, чем теснее будет связка между Украиной и ее западными союзниками, тем больше эти западные союзники будут помогать Украине. Надо отметить, что когда была война, Вторая мировая, значит, американцы же изначально, с самого начала, они объявляли о том, что они поддерживают антигитлеровскую коалицию, тогда в составе из двух стран, Англии и Франции, до захвата Франции. Вот, тем не менее, они в войну вступать не хотели. Но, однако, вот до конца. И так и не вступили. США, как известно, не объявляла первой войну в Германии. Это Германия объявила войну США после японского нападения на Перл-Харбор уже зимой 1941 года. То есть прошло в декабре 1941, по-моему. Прошло, я ничего не путаю. То есть прошло уже много времени с начала войны. Но был ленд-лиз. Вот я абсолютно убежден, ты говорил, к чему может привести, если, не дай бог, начнется масштабное наступление российское на Украину, в Украину. Значит, правда, можно сказать, и на Украину, и в Украину. Не, в данном случае на Украину, конечно, наступление на. Да. Я уже привык, что можно тут попасть в такую неприятную ситуацию. Я вам стараюсь по делу и без дела говорить вы. Да, так вот, когда будет ленд-лиз? Будет ленд-лиз реальный, то есть поставки впрямую. И западные союзники, конечно же, будут более активны, более масштабны, и помощь их будет заметна и важна. И последний, наверное, тебе чисто немецкий вопрос по немецкой тематике. Вот часто мы слышим, почти всегда, что германское общество, элиты, политикум говорит это открыто. Мы испытываем чувство вины перед русскими, чувство вины перед евреями, но никогда мы не слышали про чувство вины перед белорусами, например, или, не дай бог, украинцами. Почему так? Какой-то перелом мозга, когда основная тяжесть войны была на Польше, на Белоруссии нынешней и на нынешней Украине, да? А чувство вины почему-то перескакивает через эти страны и сразу к Москве подкатывается. Что тут не так? И можно ли это исправить в германском политическом мозгу? Безусловно, можно исправить. Я бы, знаешь, к чему это отнес? Я бы это отнес просто к... Это просто некий нонсенс. Это не более того. Немцы, как во время существования СССР, я уже не говорю про Российскую империю, воспринимали всех живущих в России на этой территории людей как русских. Или простой обычный немец. Поэтому ассоциация у них прямая. Мы воевали с русскими, мы напали на Россию и прочее, прочее. Я считаю, что украинцам, и белорусам, и другим народам, населявшим в прошлом СССР, а теперь независимые уже государства, нужно просто вести такую, что называется, образовательную кампанию, ликбез, ликвидация немецкой безграмотности, где все-таки объяснять им, что это им в детстве, в детском саду рассказывали о том, как их дедушка напал на Россию. А дедушка-то их совсем не на Россию напал, а перешел он границу с нынешней суверенной Украиной и бесчинствовал там где-нибудь, не знаю, в какой-нибудь Полтавской области. Вот это все им нужно разъяснять, я считаю.
Ну, я уверен, що ти сам докладеш зусиль до цього процесу. Дякую дуже тобі і твоїм однодумцям, що ви влаштовуєте біля будинків влади німецької такі, ну, лікбези, як би так сказати, про Крим, про реальну Росію сучасну, про Путіна тощо. Дуже вдячний тобі за те, що ти знайшов час і долучився до нашого прямого етеру. Дякую, Ігоре. Спасибо, що пригласив. Ну, ось дивіться, які різні за ці 2 години були гості, які різні в них думки, прогнози, аргументи тощо. Тобто ситуація дуже цікава, але головне, до чого я хочу вас закликати, це не піддаватися паніці. Бо ну, це геть деструктивна штука, вона просто не допоможе в будь-якому випадку. І це саме те, на що розраховує Росія, працюючи через свою агентуру, медійну агентуру. На жаль, в Україні так само вона дуже активно працює на Заході. Але є і такі канали, як телеканал АТР, який має тверезу позицію, має тверезий погляд на процеси, і ми долучаємо до наших етерів експертів, які не маніпулюють, на відміну від багатьох каналів, які там долучають людей, просто щоб інша точка зору була. І неважливо, що вона просто відвертою брехнею, там, маніпуляцією є. Тому я хочу закликати вас підписуватися на наш YouTube-канал, підписуватися ставати нашими патронами, нашими соратниками на Патреоні і в будь-який спосіб підтримувати нашу медійну протидію російській агресії. Російський рейх буде зруйновано, це 100%. В який спосіб? Ну, це покаже лише час. А я на сьогодні кажу вам до побачення, до завтра. Але на вас чекає етер з чудовою Гульсум Халіловою. Залишайтеся з нашим каналом, не перемикайтеся, буквально за декілька хвилин далі буде.